ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В администрации прошла встреча депутатов молодежного совета и мэра Ухты Магомеда Османова. Градоначальники и активисты обсудили реализацию проекта «Архитектоника». Его запустили в августе. Суть – создать окультуренную зону отдыха для горожан. Общественность идею восприняла скептически, сомневаясь, что архитектонике быть. Магомед Османов сомнения развеял. Я и сегодня готов подтвердить здесь, и гарантированно могу сказать, что это будет. Пойти по тому пути, по которому пошел Сыктывкар, то есть создание вот этих вот 11 площадок, так называемые городские легенды. И сегодня это, можно, еще раз повторяю, подтверждено будет деньгами. Если сегодня какое решение будет принято, где что возможно, понятно, что нужно узнать, сколько это будет цена вопроса. Тут же были представлены варианты тех самых 11 площадок. Несколько макетов подготовили школьники, победители конкурса среди учащихся. Всех заинтересовали две статуи в миниатюре – медведь с ведром руды и ухтиночка в национальном северном костюме. Свои варианты представила и кафедра архитектуры Ухтинского университета. Тамара Гаджиева, выпускница УГТУ, в своем проекте сделала упор на историю. Так, например, улица Плесенина был фасад по правой стороне деревянный, а по левой каменный. В проекте я решила повторить это, создавая искусственные навесы, искусственные фасады тех времен, на которых бы вот показано были бы имитация деревянного и каменного. На них можно выгравировать различные имена, фамилии, даты. Девушка предложила порядка 10 вариантов облагораживания городской территории, отведя место и Великой Отечественной, и теме репрессий, и, конечно же, бренду города. Некоторые из этих идей пришлись присутствующим по вкусу. То есть, в принципе, прослеживается очень хороший путь для туристов. И вот на самом деле вот Ухта – родина российской нефти, родина российской нефтедобычи – это вот очень живая для нас такая вот ниточка. И это наша слава, в этом заключается вот именно слава нашего города. И мне кажется, что вот эта часть очень интересна, мне кажется, может быть, стоит на него обратить внимание, тем более там прямой путь. Но выбирать, чем же украсит город, придется все же ухтинцам. В скором времени на сайте администрации запустят опрос, где каждый сможет проголосовать за лучшую идею.